Tactical is it pensionary. Пенсионеры. Ну, отлично, тактические пенсионеры. Мне нравится. Так у тебя бой идет. Какой у тебя, когда ты будешь перчатки снимать? Единственное, что может быть неудобно им сделать, это стукнуть по голове. Есть плюсы и минусы. Конечно. Есть плюсы Конечно, и минусы. конечно. Скажи мне, пожалуйста, если тебе приходится оперировать твоим прекрасным, правда прекрасным, мне очень нравится вот все, что вот в этом пистолете есть, если тебе его срочно нужно разобрать, а ты в перчатках, скажи мне, удобно ли тебе будет вот эти вот, я считаю, что вот эти кнопки для разбора пистолета глоковские, они неудобные. Да, наверное, в перчатке, особенно если перчатка толстая, снять не очень будет удобно. То есть разобрать, не снять, разобрать. Тут вопрос, а зачем надо его разобрать в перчатках? А вот, пожалуйста, да, у тебя в поле, как вот у нашего общего знакомого, в Козы на стрельбище, глок просто заклинило пополам. Ты помнишь он? Его пришлось разбирать с инструментами. Да, перчатки почему не снять? Так у тебя бой идет. Какой у тебя, когда ты будешь перчатки снимать? Я имею в виду в боевом применении. Перчатки, конечно, снять. Можно одеть вообще другие перчатки. Можно отнести его заклинивший куда-нибудь в мастерскую. Ну вот ситуация такая произошла на улице. Вот поймал ты, все, вот апокалипсис, зомби. И ты начинаешь в перчатках. То есть тебе все-таки какое-то время пойдет на то, чтобы перчатку снять. Нет? Есть плюсы и минусы. Конечно. Есть плюсы конечно, и минусы. Конечно. Да, конечно. Плюсы и минусы. Понимаешь, тут дело в том, что глок сделан так, чтобы не было этой осечки. Понимаете? Если будет осечка, значит ты ее можешь не на поле, а где-то уже в другом месте или в каком-то спокойном месте его разобрать и устранить эту осечку. Правильно? Это понятно. Да. Это понятно. Я больше тебе скажу. У нормального человека, который ненормальный, мы все ненормальные, но я имею в виду человек, который следит за своим оружием, в принципе, эта задержка при вот этой вот конструкции, она, у нее там 0,000 шансов заклинить, если он чищенный, нормально, не отработанный, не убитый, если это хороший рабочий пистолет. Просто сам факт того, что в перчатке у Хеклера разобрать проще. Sul on õigus. Да. Мы сели обсуждать даже не просто, какой из них лучше, а мы просто поговорить об этих прекрасных пистолетах. Они оба очень классные, они оба рабочие. Но были ситуации, когда не работали. Были, а все бывает, не работает. Я скажу, что... А что, не было ситуации, когда автомат Калашникова не работает? Были ситуации, когда не работает. Не работает, потому что оружие, как любой механизм, нуждается в обслуживании. И в понимании механики, механизма, как он работает. Понимаешь? Я считаю, что ознакомление человека, который никогда раньше не стрелял, не занимался какими-то стрелковыми видами спорта, либо же никогда не имел оружия, оно должно начинаться с ознакомления с механикой, с механизмом, как это, от чего работает. Не потому что работает, потому что я нажал на спусковой крючок, а работает, потому что существует взаимодействие частей механизмов, как раньше учили. Что такое пистолет? Вот как объяснить, что такое пистолет? И было такое выражение. Пистолет – это совокупность частей и механизмов. Прекрасная формулировка. И любой пистолет, который сейчас существует, который существовал 50-70 лет назад, 100 лет назад, если он содержался в нормальном, хорошем состоянии, за ним следили, он будет работать, ничего с ним не произойдет. А вот покажи нам, пожалуйста, пистолет Glock, который несколько отличается от общезнакомых глоков 17-19. Я знаю, что у тебя есть. Покажи. Glock 43, 9 миллиметров. Я знаю, и я даже конкретно из него стрелял. Это пистолет, который в принципе сломал мое представление о компактах напрочь. Можно подержать его в руках?
Вещь настолько в себе, он настолько удобен. И вот единственное, да, понимаю, что без магазина ты его держишь в руке, и в любой руке, даже в детской, он не ухватится. Только как ты поставишь магазин, он настолько у тебя вливается в руку, что ты чувствуешь, что люди вложили душу в эту конструкцию. Хотя при том, что он такой маленький, он абсолютно парабеллумовский. Сколько патронов? 6+2. Оружие компактное для повседневной носки. Оружие, которое... Самообороны, да. Я думаю, служебное оружие. Наверняка я знаю, что наши правоохранители, криминальная полиция точно владеет, имеет такие вещи. Единственное, что может быть неудобно им сделать, это стукнуть по голове. Но в принципе тоже можно. Вес маленький. Вес маловат. Да. Вес будет маловат. Вот. Поэтому спасибо тебе. А скажите, такая вот есть легенда, что у Хеклера лучший предохранитель. Несколько степеней. А у Глока типа сунул в кобуру, выстрелил в ногу. У Глока 3 предохранителя. Если идет внутренний предохранитель, идет предохранитель на спусковом крючке, и идет предохранитель от... если у тебя патрон в патроннике, и предохраняет, если оружие падает, оно заряжено, у тебя патрон в патроннике, не будет этого самопроизвольного выстрела. Это 3 предохранителя. А я добавлю, вообще есть еще один предохранитель, о котором ты тоже знаешь, но ты не сказал. Это владелец этого пистолета. Палец. Да, это тот, кто, как сейчас это очень модно назвать, оператор. Вот это самый главный предохранитель. А здесь та же самая ситуация. Ударниковые пистолеты, они имеют ту же степень предохранителя. То есть здесь имеет место быть внутренний предохранитель, тот самый, когда вы его уроните, и от удара ничего не сработает и не ударит, и не наколет капсулу. Но дело в том, что у Хеклера, конкретно у Heckler Koch SFP-9, есть модели и с механическим предохранителем. Но в данной ситуации, в ситуации современных пистолетов, мне почему-то кажется, что это уже чересчур. Да, это лишний механизм, он может быть где-то расслабит предохранитель, но это вот, собственно, мое мнение. Хотя такие предохранители существуют. Просто механический предохранитель, который вот здесь вот перекрывает ударниковую группу. Heckler Koch USP. Ну, USP. Предохранитель наружный и декакинг система. Предохранитель и декакинг система специально сделана для эстонской армии. Я думаю, что это просто, поскольку эта модель имеет несколько модификаций, и она проходит как все-таки спортивное оружие, спортивное, хотя оно и состоит на вооружении, оно может иметь разные варианты. Скажем так, что вот в городе полицейские, скажем, в Германии, они должны иметь оружие, чтобы был механический предохранитель. Для того, чтобы хотя бы увеличить время, если произойдет атака на этого полицейского с целью завладеть оружием, чтобы какое-то время мог человек запутаться в этих предохранителях и так далее. Мое мнение. Может быть и не так, я не знаю. Опять-таки, главный предохранитель – это оператор, это стрелок, это хозяин. Requirements, siis armee, politsei peavad olema reeglid, et on tellitud relvad, millel on siis kaitseriiv on peal. Neil ongi vaja, et ei tekiks mingisugust probleemset, mingisugust, ütleme, juhulaske ja see, armeel peab olema kaitseriiv peal. Ehk siis, kui Heckler Koch USP, siis on tal kang on seal 2,5 ja ta on siis sellega saad panna kaitseriivi peale, saad teha haamri decockingu ja saad kaitseriivi maha võtta. Ja nagu Igor ütleski, et täpselt samamoodi on reeglistikud, ütleme, Saksa politseil või muud politseinikul, kus nad tahavad just, et oleks kaitseriivi peal. Et kui
juhuslikult kurjategija haarab relva enda kätte, siis et oleks kaitseriigi peal, et tal tekiks mingi segadus. Да. И здесь хотелось бы еще заметить, что, как правильно Андрей заметил, для практической стрельбы обе модели, и Glock, и Heckler Koch, даже для того, чтобы выступать в продакшене, имеют длинные модели, у которых увеличен ствол, увеличен затвор. И то, что вы можете использовать, соответственно, длиннее ствол, конечно, прямой выстрел и начальная скорость выше, и прямой выстрел более качественный. See on siis nagu production ja pikema rauaga siis tuleb стандарт division, стандарт. Да. Что еще хотелось отметить по поводу предохранителей механических. По закону Эстонской Республики об оружии пистолет может переноситься либо перевозиться без патрона в стволе. Патрон в стволе запрещен категорически. Ну не то, что категорически, а просто по закону запрещен и все.